Здание Назрановского районного дома культуры Выкажева – один из пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Палестины. Сюда стекается весь груз, собранный в сельских поселениях района. Одежда, продукты, питание, медикаменты, предметы гигиены – все понемногу складывается в бортовую «Газель». В числе прочих товаров и инвалидная коляска. Люди приносят в основном одежду, есть продукты питания, приносили лекарства. Люди очень переживают этому горю, которое у нас происходит в Палестине. Сразу 4 пункта приема открыты в Назрани. Администрации округов города уже более недели как стали маяком для тех, кто желает помочь страдающему населению ближневосточной страны. События, которые происходят там, стали не только проверкой на мужество палестинцев, но и показателем человечности, сплоченности и готовности жителей других стран прийти на помощь. Во все пункты люди с большой инициативой носят помощь. То есть если в первые несколько дней люди еще как-то с недоверием относились, так как не было известно, как эта помощь будет доставляться, переправляться, то в этом плане провели хорошую такую информационную работу, осветили, объяснили, довели до людей. Поэтому жители принимают активное участие, помогают, приносят помощь. А тем временем 2 груженные «Газели» уже в Магасе отгрузили собранное из муниципальных образований Назрановского района. В каждом сельском поселении открыто по 1 пункту. Человек жив, пока он чувствует боль другого. Наглядно увидеть то, что жители Ингушетии сопереживают палестинскому народу, можно увидеть по этой картинке. Знаете, по поручению главы Республики Ингушетия Мамутали Макшиевича Калиматова на территории Назранского района было организовано 9 пунктов сбора гуманитарной помощи. Как вы видите, все жители Назранского района принимают участие в данной благотворительной акции. Это центральная точка для сбора гуманитарной помощи. Ангар площадью более 1500 квадратных метров на сегодня уже заполнен, и организаторы готовят новое помещение. Сбор гуманитарной помощи стал возможен благодаря позиции президента России Владимира Путина, который поддержал права палестинского народа. Инициативу поддержал и глава Ингушетии. По поручению Махмуда Али Калиматова в регионе открыты 24 пункта, куда можно принести продукты питания, медикаменты, одежду. Весь собранный груз после бортом МЧС планируется направить нуждающимся в Палестину через Египет. يخصص عباس ودقر حتى خشبون تورج ب شيء صعب باش تغنو قصدي أنا حوش بنخب أوبك واحتي دقبوه بوضعبوه شيء نخ إيش شيء واش تدر داقلاس بزن برا ملبخ بزن برا حوا موتики قوس. Хотелось бы попросить Всевышнего, чтобы за каждого, который расходовал своим имуществом, своим временем, словом и своим телом, которые принимали участие, попросить, чтобы Всевышний помиловал и простил всех. И, конечно же, чтобы в первую очередь, чтобы вся эта гуманитарная помощь, любая поддержка дошла до места назначения. Из представителей федеральных органов исполнительной власти в числе первых откликнулись росгвардейцы Ингушетии. Личный состав ведомства в регионе ждал возможности официально помочь пострадавшим жителям Газы и отреагировал на призыв главы Ингушетии, когда такая возможность появилась. Я бы хотел сказать слова благодарности руководству Росгвардии в лице Михаила Буружева и всем сотрудникам Росгвардии. Они сегодня оказали очень хорошую помощь, очень хорошую поддержку. Это денежные средства, около 770 тысяч рублей. От рядового до генерала пожелания. شو تقولوا له تناقص تبغى يدق أوكرانيا دقيقة كينا بشوتر دال شو صار دقواش دول شو صار مثلاً صار. Те, кто не может посетить пункты приема или желает помочь анонимно, могут принять участие в сборе дистанционно. Благотворительный фонд «Тешим» совместно с клубом добрых дел открыл счет, на который можно перевести средства. На эти деньги будет приобретено то, в чем нуждается народ Палестины. На сегодняшний день у нас собрано около 120-130 тонн помощи. Это примерно 8-9 фур. Это все необходимое, то, что нам МЧС России, и мы согласуем это все с египетскими фондами. В Газе какие-то люди, которые там живут, они тоже с нами выходят на связь. По финансам на сегодня сколько? На вчерашний день 33 миллиона
копейками было. Финансовую помощь для сбора гуманитарного груза оказывают не только взрослые жители республики, к акции подключились и дети. Собранные для покупки квадроцикла или других вещей деньги маленькие жители региона решили перенаправить на оказание помощи детям Палестины, у которых мечта измеряется не в игрушках и машинках, а в теплом ночлеге. Сегодня вот девочка принесла копилку, говорит, копила на мархаш, на салюты. Да, вот эта копилка, да, мы еще не успели, она вот буквально недавно только пришла. Было несколько случаев, когда был мужчина, который копил на умру больше 300 тысяч, он передал, и две девушки, две сестры, одна из них копила на брекеты, а вторая копила на поездку в хадж. Они эти деньги привезли и передали нам. И удивительно еще и то, что после того, как мы об этой истории рассказали, откликнулись, не знаю, десятки людей, которые готовы были оплатить каждый из них то, на что они копили, и попросили нас найти мужчину, который копил на хадж. На самом деле добро возвращается, да, мы это видим. Были крупные пожертвования, люди, как правило, остаются, просят, чтобы мы не называли имен, и даже не хотят расписываться. Было 2 миллиона, несколько раз по 1 миллиону, 300-400 тысяч. К сбору гуманитарной помощи подключились волонтерские и молодежные организации. Каждый день на пункте с 9 утра до 8 вечера работают около 60 добровольцев. В разных уголках этого ангара они собирают вещи по категориям. Медикаменты в одну сторону, одежды и продукты питания в другую. Важно, чтобы собранный груз был доставлен именно туда, где его с нетерпением ждут. Каждый человек подходит к работе здесь с ответственностью. Волонтерская организация. Волонтеры – это вообще люди с добрым сердцем, которые работают для людей бесплатно, безотказно, без какой-либо выгоды взамен. Все именно يجري دق بوقت تيجي أرح بوجبه سأنا إذا سرعة أقطار وعش كتير توار سرعة تعود وجه كده سيجي بحن أقطار ينص وكده وده حقيقة. Дела оцениваются по намерению, иншаллах, поэтому ويدرج دال ده يحكاد ويبان خدولج ويأپروداني خدولج иншаллах Аллах أول مسار. Конкретные сроки сбора гуманитарной помощи еще не определены. Как сообщает региональный МЧС, после того, как груз будет сформирован, направят письмо в МЧС России с просьбой оказать содействие в доставке гумпомощи для населения сектора Газа. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.